Через считанные минуты в Казани стартует главная музыкальная битва тюркского мира, второй международный конкурс «Тюрк-Вижн». Сегодня долгожданный полуфинал. На сцену Татнефть-арены выйдут 24 конкурсанта. В следующий этап пройдет только половина. Сейчас на площадке работает наш корреспондент Маргарита Петрова. Маргарита, здравствуйте. Какая атмосфера царит в зале? Здравствуйте, Альбина. Да, волнение чувствуется, но в целом атмосфера здесь дружественная, мирная, праздничная. Над этими шоу профессиональная команда трудилась несколько месяцев. Она учла, что Казань в этом году столица тюркского мира. И поэтому соединила национальные татарские традиции вместе с современными модными достижениями, которые используются в концертах подобного формата. Его бюджет около 4,5 миллионов долларов. Все секреты до сих пор, даже за несколько минут до начала полуфинального концерта, держатся в секрете. И, возможно, нам удастся что-нибудь узнать у члена наблюдательного совета конкурса, народной артистки России, Татарстана Венеры Ганеевой. Венера Ахатовна, вы были вот сейчас за кулисами. Каково там, что чувствуют участники? Там жизнь кипит, бурлит, такое волнение, все одеваются, гримируются, причесываются, кто-то повторяет слова. В общем, как всегда, как в любом конкурсе, идет подготовка к выступлению. Вы любимая певица, прославленная певица, вы профессор. А вот как по-вашему, насколько нужны подобные фестивали, конкурсы? Ой, ну, любой конкурс – это, во-первых, творческое состязание молодых, талантливых, скажем, представителей культуры. Вот вы правильно сказали, сегодня большой праздник, и это большая честь, что вот такой грандиозный проект проходит именно у нас. Конкурс, конечно, это возможность показать себя, проявить свои способности и показать себя миру, так скажем. Я думаю, сегодня просто родится какая-то звезда, ведь и вообще, я думаю, публика сегодня будет просто получать огромное удовольствие от тех исполнителей, которые все в своих странах прошли отборы. Отборы были серьезные. И сегодня они будут представлять свою страну. Это самые лучшие, талантливые силы. Вот будем болеть и ждать выступления именно нашего конкурсанта, который будет представлять нашу республику, это Айдар Сулейманов. А как вы оцениваете его шансы на фоне такой команды? Ой, конечно, вот предсказать что-то это невозможно. Все-таки конкурс — это всегда волнение, всегда это и здоровье тоже. Это все будет способствовать настроению певца, да. Но я думаю, что он человек уже, скажем, опытный, и думаю, он соберется, потому что говорят же, что дома вообще родные стены помогают. Всем будем за него болеть, переживать, и желаем успехов, и чтобы наконец этот конкурс открыл татарстанскую звезду. Спасибо вам большое, Венера Ахатовна. Пожелаем ему действительно удачи. Да, все держите кулаки. Напомню, что это была член наблюдательного совета конкурса «Тюрк-Вижн 2014», народная артистка России и Татарстана Венера Ганеева. Добавлю, что в этом году от России участвуют сразу 7 музыкантов. Они представляют разные регионы. Всего же конкурсантов 25. Это представители различных стран. Назову лишь некоторые из них: Германия, Ирак, Иран, Казахстан, Румыния и, конечно же, Турция, где прошел первый конкурс «Тюрк-Вижн» в прошлом году. До начала полуфинального шоу остались считанные минуты. Эти кадры мы сможем показать уже только в нашем следующем выпуске в 21:30. И, очевидно, чуть попозже, примерно к этому времени, будут известны и имена победителей, которые уже в конце недели поборются за звание финалиста. Спасибо, Маргарита. Это была Маргарита Петрова с площадки международного конкурса «Тюрк-Вижн».